красивой солнечной погодой. Смотрите, морозное утро, солнце яркое-прияркое, на небе ни одной тучки. Посмотрите, как здорово, а? Не то, что вчера, позавчера, все пуржило, мело. Мороз был 31 градус. Кстати, мороз сохранился. Также есть 31-32 градуса. Утром было рано 33. Я думаю, что днем будет небольшое потепление. И мы, может быть, даже сегодня придумаем что-нибудь с полетами, если сохранится такая погода. Да, друзья мои, огромное всем спасибо за комментарии, за лайки, за подписки. Нас опять прибыло за эти выходные порядка 20, наверное, человек. Если мы такими темпами будем продвигаться, я думаю, к концу этого года, нет, вру, к лету этого года мы наберем 3000 нас подписчиков и вообще будем на коне. Я думаю, что майские праздники скоро наступят, и они принесут нам еще большее количество подписчиков. И мы тогда будем просто, наверное, в рейтинге топ всего Ютуба. Мы постепенно развиваемся и, как я уже сказал, постепенно занимаем одно из ведущих положений по Якутии в рейтинге среди блогеров Ютуба в 2021 году. Поэтому, друзья мои, не забываем, что нужно обязательно поделиться с друзьями, знакомыми, родственниками, да и просто с людьми, с которыми вы общаетесь в любых соцсетях, одноклассниках, допустим, в WhatsApp, в Viber. Обязательно там сделайте ссылочку им и напишите: вот Мирный, смотрите видосы про город Мирный, вот там, где мы живем, вот так вот мы питаемся, так мы одеваемся. У вас там сейчас лето, а у нас, смотрите, какая зима еще до сих пор. Вот такие тезисы можно приводить, и люди будут смотреть нас, будут интересоваться. Я думаю, что мы будем продвигаться такими темпами и дальше. Ледяные скульптуры, горки, гостиница Азимут Отель, потом дворец культуры Алмаз и администрация районная. Все на местах, ничего никуда не делось. Бык стоит тоже, видите, вот он посрединочке. Возвели нам художники в этом году скульптуру вот такую. Ну, так как год быка, соответственно, и скульптура, символ этого года. Еще раз повторюсь, шикарнейшая, морозная, но очень хорошая погода для города Мирного. Вот такой бы погода была всю зиму, понимаете, это вообще было бы просто прекрасно. Вот чтобы не 40 там, знаете, и с туманом, нет, 30-очка с солнышком, можно так жить целый год. Красота, да и только. Заруливаем на стояночку. Сегодня здесь не так много машин, и можно спокойненько припарковаться. Друзья мои, вот по традиции хотел вам зачитать один комментарий от одного из наших подписчиков. Привет вам из Питера. Очередной раз с удовольствием посмотрел репортаж из моего любимого города. Но, естественно, нахлынули воспоминания, ностальгия о годах моей жизни, проведенных в лучшем городе Земли. Начну свои воспоминания о ресторане «Север». Первое его название и одно из первых была «Тайга». Первые воспоминания очень детские. В кафетерии на первом этаже были вкуснейшие пирожные корзиночка по 22 копейки и коржики молочные по 8 копеек. Но мороженое что-то не припомню там. Да, по пути на фильм в кинотеатре Якутск можно было полакомиться. Следующее воспоминание об этом ресторане уже старше. Это моя свадьба моей старшей сестры в этом заведении. Но по возрасту к торжеству я еще не проходил и в свадьбе в ресторане не участвовал. Но мне уже тогда было лет 14-15, и я решил все-таки не пропускать знаменательный день в моей семье. В нашей квартире на 40 лет октября, где мы жили, было все затарено для второго дня свадьбы. Но я решил позвать своих друзей и подружек, и немного посидели на свадьбе у моей сестры
только у меня дома. И попробовали все, что было заготовлено для свадьбы, вплоть до венца и всяких деликатесов. Стол я накрыл по первому классу, и гости были восхищены. Но как только это прошло незаметно для взрослых, наверное, я убедил своих родителей, что они, прибегая из ресторана за добавкой, были в таком восторге, что не запоминали, сколько чего брали. Но как-то это все прошло незаметно для взрослых. Наверное, я убедил своих родителей, что они, прибегая из ресторана за добавкой, были в таком восторге, что не запоминали, сколько чего брали. Но если я не помню наказание, то все мои доводы прокатили, куда и куда все это делось. Еще в 82-83 году на первом этаже вместо кафетерия был бар, где можно было попробовать слабоалкогольные напитки с друзьями. Позднее, в 89 году, там был видеосалон, где транслировались всякие фильмы, а также бар. Напротив музея по улице Аюнского тоже был пивбар, здание бывшего хозяйственного магазина. Уже в зрелом возрасте, женатым, я ходил отмечаться на получение мебельной стенки. Очередь была очень строгая, если хоть раз не пришел, вычеркивали безжалостно. Работая в Умехе, идя с работы через КСМ, забегал отмечаться за стенку, которую в итоге я благополучно приобрел. Так она и дожила в квартире до отъезда в Питер в 1999 году. Потом в этом хозмаге сделали пивбар, очень даже неплохой. Там можно было выпить несколько кружек хорошего пива или чего-нибудь покрепче под закуску, сидя за столиками. Также можно было посидеть и выпить в кафе «Уют» напротив домов 10-12 по Московской. В этом кафе был один из первых видеосалонов в городе. Днем детишки смотрели там «Том и Джерри», а после 24 можно было смотреть всякую греческую смоковницу и «Эммануэль». Все это шло под коньячок и водочку с отличнейшей закуской. А эскалопы там были замечательные. На месте кафе «Солянка» по 40 лет октября были деревянные строения, относящиеся к 9-му магазину. Сразу от дороги, да, были там какие-то сараи, ага. Сразу от дороги пару окон были под разливное пиво или в кружке. Дальше был прием стеклотара. Я в маленьком дошкольном возрасте, собрав пустые бутылки, сдавал их для карманных расходов. Так делала вся детвора ближайших домов. И потом шли в ресторан-кафетерий «Север», ели всякие сладости. С другой стороны во дворе были магазинные кладовые, где можно было купить мешками картошку, капусту, морковку для засолки на зиму. В сентябре туда завозили арбузы, и все набирали их мешками и объедались. Потом прием стеклотара переехал в овощные кладовые. Но эти самые первые строения на этом месте были в конце 60-х, начало 70-х. Да, березы и тополя по Ленинградскому проспекту, правда, были тоньше и очень высокие. Много времени прошло с последнего момента, как я их видел, но напротив военкомата, чуть далее в сторону по шоссе Кирова, вдоль дороги улицы 40 лет октября, стоит дом номер 43. Там было семейное общежитие. После холостой жизни многие женившиеся друзья получали там комнаты. Но так как я жил рядом в доме 26Б, я иногда заходил к друзьям, где позволяли их новоспеченные жены, если позволяли, где-то вместо мечети был магазин номер 5 продуктовый. Туда же в зрелом возрасте, работая в Умехе, ходил отоваривать талоны на алкоголь и продукты. А где старое было КВД, находился полноценный больничный городок, там был и роддом, морг и хирургия. У отца и сестры вырезали аппендицит. На данный момент воспоминания закончим. Оставим что-нибудь для последующих воспоминаний. Огромное спасибо за ваши репортажи и с нетерпением жду дальнейшего продолжения. Вот мы послушали, посмотрели еще один комментарий нашего подписчика Андрея. Он просто вообще красавчик, он молодец, он пишет нам такие свои воспоминания нам воспроизводит, что мы вот едем, смотрим, слушаем и в мозгу прокручиваем, а как же это было у нас в детстве, как вот это вот, а вот как мы ходили там, мы покупали вот эти пироженки, пробовали вот это, и все это в мозгу всплывает у нас, вот эти воспоминания, и на душе становится тепло, легко и приятно. И мы смотрим на этот новый обновленный город, смотрим то, что у нас в магазинах уже таких пироженок и коржиков мы не встречаем, к сожалению. Они, конечно, есть, но они уже там, как нынче говорят, из пальмового масла. Но это уже совсем не то пальто. Так, а мы, друзья, с вами сейчас забежим в Алмаз-Энергиянбанк. Если вы узнаете это место, это магазин Ленинград. Вот мы стоим на Ленинградском проспекте.
возле магазина Ленинград. Видите, как он сильно поменялся. Теперь в нем еще и магазин Экспресс добавился. Вот так магазин Ленинград теперь выглядит. Ну вот и все. Сняли немножко денежки в банке, чтобы поехать заправить наш автомобиль блогерский. А то что-то он, как похолодало, стал еще более прожорливым. Да я шучу, конечно. Не, нормально, он кушает вполне приемлемо. Друзья мои, вот смотрите, вот этот дом, получается, у нас 23-й дом по Ленинградскому проспекту, да? Здесь в нем вот аптека есть, Фармакон. И знаменитый магазин Альфа. Альфа, здесь практически все по оптовым ценам продается. Ну, продукты питания, там сахар, масло, мяско всякое разное. Смотрите, вот Харбин, ресторан бывший, к сожалению, как только Алросаторг стал умирать, и сейчас там, не знаю, он вроде как контора работает, а он уже нет. Ну и ресторан закрылся. Ресторан закрылся еще и потому, что он, к сожалению, с ним закончился, у арендатора закончился договор аренды. И вследствие того, что это само здание уже, к сожалению, признано ветхим. Мой последний раз, когда я в нем был, это мы праздновали мое десятилетие. Вы поняли, да? Не будем называть эту круглую цифру. Ух ты, что-то похолодало, надо уши опустить. Все-таки 30 градусов на улице, а я что-то с поднятыми ушами пошел. Ну и вот последний дом, это 25-й дом по Ленинградскому проспекту. Тоже в нем всяких разных. Первые этажи, вы знаете, все арендованы, все, вплоть до того, что они выходы на ту сторону. Потому что магазины, сами понимаете. Что-то новенькое тут. Нордфинанс, займы, вклады. Короче, этих мелких банковских систем обдирательных до хрена пооткрывалось. Батист, женская одежда, ткани, ателье. Короче, много чего. Сейчас в обратную сторону нужно пройти. Смотрите, какое сегодня шикарное солнце, да? Здорово. Да, кстати, подписчики пишут мне, что вот, конечно, березки, посаженные вдоль по Ленинградскому проспекту, стали намного толще. Ой-ой-ой, как толще. И не только березы, а и лиственницы, и осины. И даже один подписчик мне написал, что принимал активное участие в посадке этих деревьев. 2, 3 или 4 дерева посадил лично. Но это было в самом первом, в начале Ленинградского проспекта, возле кинотеатра Якутск. О! Сзади видел и узнал, сзади Да даже. ты что? Да. Нифига себе, а как меня можно сзади узнать? Ну, сзади знаю все равно. Я даже случайно листаю, я говорю, это да, я подписываюсь на этот канал. Да ты что? Да, приятно было. Я позавчера прилетел и сразу залез. Говорю, это Андрюха, куда едет? Говорю, машаллах. Вот рад, я рад, молодцы. Как здоровы? Да ничего, спасибо. Дома нормально? Все хорошо, Ну, да. Так, сейчас мы выезжаем с улицы, с перекрестка Кривошапкина, вот на улицу Павлова. Вот смотрите, видите, трактор чистит снежок. Видишь, гору уже какую нагребли. Вон там дальше второй тоже. То есть работы по расчистке снега ведутся уже полным ходом. Видите, бобкаты, блин, шуруют, только шуба заворачивается. Оп-оп-оп. Солнце, смотрите, ветер у нас сегодня северный, судя по
северо-восточной котельной. Видите, дымок идет в нашу сторону. Как раз прям с севера ветер дует. Ну а с севера, понятно, ничего хорошего он нам не дует, не надует. Вернее, уже не надул. То есть буквально 2 дня назад у нас было минус 5 градусов, а сегодня минус 31. Вчера, кстати, было тоже минус 31, еще и с ветром. Достопримечательность города Мирного — это карьер Мир. Естественно, все жители города Мирного все знают о нем. Кто не был, смотрите, значит, будем специально для вас показывать кадры со смотровой площадки. А также есть вот здесь на горе, на отвале, есть памятник, который был до определенного времени нам недоступен. Он как бы, его то открывают, то закрывают проезд к нему. Это памятник алмазодобытчикам. Там БелАЗ, по-моему, что там еще есть? БелАЗ, потом буровая, экскаватор. В общем, вся техника карьерная, которая используется при добыче алмазов. Сейчас мы попробуем туда заехать. Вот она, эта гора. А вот она, эта дорога. Ее, говорят, прочистили. Да. Надеюсь, что она действительно до конца прочищена. Надо ездить, в принципе, а не на таких легких автомобилях. Ой, но дорога есть, а это уже много значит. Солнышко уже движется к закату, и поэтому, возможно, даже у нас получатся очень красивые кадры. Кстати, обратите внимание, с правой стороны аэропорт мы видим уже с высоты. Даже будет намного интереснее отсюда кадр. Смотрите, вот стоянка аэропорта.
стоят раз, два, три тушки Ту-154. Одна на разборе стоит, там хвост видно, вон Ту-154 четвертая. Ил-76 вот стоит, тоже замороженный. А вон, смотрите, Боинг алросовский с синими. Жалко, нельзя ближе приблизить. Вот мы видим рудник Мир. К сожалению, он не работает. Затоплен и стоит без работы. Так, а мы едем, выруливаем вот сюда на площадку по вновь проторенной дорожке и выезжаем мы на площадку. Смотровая площадка верхняя. Здесь у нас, видите, да, что в лучах восходящего солнца отлично все видно. Сегодня небольшая заявочка, нам нужно поехать в транспортную компанию. Как обычно, Авианорд, мы каждую неделю ездим туда за грузом. Тут, оказывается, пришла машина, что-то нам привезла. Не знаю что, уже не помню, потому что они идут долго. А отправки делаем постоянно, всякую мелочевку для работы отправляем. Я думаю, что, наверное, краска пришла и там, наверное, всякие расходные материалы для стекольной мастерской. Ну, как для замены стекол. Там клей, герметики всякие, молдинги и так далее. Вот, сейчас получим, посмотрим, что там пришло. Зимник заканчивается, друзья мои, к сожалению. Хоть у нас здесь и мороз стоял несколько дней, там все равно в южной части Якутии, в Иркутской области, в Усть-Куте, где заезжают на зимник, там уже оттепель, там зимник уже тает. Я думаю, что март месяц закончится, наверное, это будет последние деньки передвижения этих автомобилей по зимнику. Ну, сейчас спросим заодно как раз, как там зимник. Ну, обычно в это время все, уже ему хана. Конец марта, ну, начало апреля, прям последние дни, и все, и там уже вообще невозможно ехать, потому что зимник оттаивает, он же не как у нас здесь промерзает, не так глубоко, как Якутия. Вот такие вот, друзья мои, дела. Сейчас мы поедем и посмотрим. Северо-восточная котельная. Видите, сейчас дым уже направляется в сторону севера. Значит, ветер дует с юга. А это говорит о том, что к нам идет тепло. Утром сегодня еще было 23 градуса мороза. Завтра уже обещают 11 и так далее. Потом идет потепление прямо до 0, -2. Где-то вот так в ближайшие дни ожидается такая теплая температура. В выходные посмотрим, что будем делать. Может, когда-нибудь смотаемся, заснимем. Если будет тепло, то это летная погода. Лишь бы не было слишком густого снегопада. Опа, северо-восточная котельная. Кругом наши люди, кругом машут подписчики.
Друзья мои, как вот я и говорил вам, 1 апреля обещают Зимник закрыть. Так что, если вы что-то где-то хотите отправить в срочном порядке, неситесь в транспортную компанию. Последние дни приема грузов. 1 апреля Зимник закрывается официально. Уж кто там поедет неофициально, по нему это уже, как говорится, на свой страх и риск. Но я знаю, многие транспортные гоняют и до середины апреля. Но очень велик риск, понимаете, остаться на Зимнике. Пикеты вывозят. То есть 1 апреля все закрылось и вывозятся пикеты, которые находятся там. Люди, оборудование, все закрывается там, никаких кафешек, ничего не будет, друзья мои. Вот такая вот ситуация, поэтому, сами понимаете, эту 1000 километров, там с лишним, вам придется быть сам на сам. Позвонили со страховой компании. Говорят, у вас заканчивается в марте полис Сагаз. Ну, полис ОСАГО, страховой компании Сагаз у меня. Это раньше она, как она раньше называлась, я уже, честно говорю, позабыл даже. Ну вот, у нее просто офис остался тот же, только название поменялось. Компания Алроса, по-моему, была страховая компания. Вот, ее перепродали там как-то, я не знаю, в общем, новый хозяин у нее. И вот раньше никогда не звонили, такого не было сервиса. Тут раз, говорят, вот, Андрей Владимирович, пожалуйста, приходите, у вас заканчивается полис. Ну, ладно, это дело такое. На любителя, как говорится, обязательно заеду, сделаю. Вот, ну, еще раз вам говорю, по транспортным компаниям Зимник заканчивается. Срочно отправляйте грузы, если вам, ух, какой дрифтер. Если вам какие-то грузы нужно срочно привезти в Мирный, отправляйте. Иркутск, Новосибирск побыстрее. Я сам такой же, у меня там кое-что еще не отправлено. Ну вот, главное, что успел завести все свои расходные материалы для автосервиса. И это радует. О, ГАИ у нас что-то. Меня они не останавливают, видимо. Тоже, наверное, смотрят наш канал. Единственное, я камеру убрал, а то скажут, пользование мобильными телефонами приравнивается к пользованию камерами. Или, ну, наоборот, конечно. Могут и оштрафовать. Ну, как говорится, искусство требует жертв. И мы будем, будем остерегаться. Не будем им показывать, что мы снимаем в данный момент. Тут еще скажут, ага, ты нас снимаешь без нашего разрешения, без согласия, так сказать. Ну, это ладно. Их все равно, они все в масках, поэтому их все равно не узнать. Смотрите, какая ситуация интересная разворачивается в Украине. Ну, я почему про Украину говорю? Во-первых, у меня отец родом с Украины, мама сибирячка новосибирская, и ну так получилось, что она одна осталась там и живет. Ну, она не жалуется, нет, все хорошо, все нормально, но вот живет сейчас в Украине, там недалеко от Киева, примерно где-то 100 километров, там небольшой районный центр. И у них ситуация на данный момент с коронавирусом достигла нового пика. Их объявили несколько районов Украины, в том числе Западную, Киевскую область, там еще что-то, красную зону, короче, и все, и у них опять все началось. Обязалово, маски, обязалово, магазины, все магазины промтоварные, опять машут, промышленные товарные магазины все позакрывались, остались только продовольственные, закрыли промышленный, промтоварный рынок, закрыли, могут даже закрыть продовольственный рынок. Короче, любые скопления людей, любые, все под запретом, вообще, представляете? Из дома хоть не выходи. Чуть где-то что-то, блин, замечают, что без маски, ну, короче, вот такие жесткие меры. Не знаю уж, насколько у них там все это серьезно, но, видимо, количество заболевших превысило в разы количество выздоровевших. Поэтому, друзья, если вы собираетесь в Украину, боюсь, что и границу могут закрыть окончательно. То есть мало того, что нет ни воздушного, ни железнодорожного сообщения, остались только автобусные, и те могут прикрыть, блин.
Друзья мои, я хочу всех вас поблагодарить за то, что вы смотрите наш канал, за то, что оставляете такие важные и нужные нам комментарии. Огромное всем спасибо за лайки. И, пожалуйста, не забывайте подписать всех своих друзей, знакомых, родственников или хотя бы просто разослать им. Пускай смотрят, пускай сами уже там решают, подписаться или не подписаться. Хотя для нас это было бы намного интереснее и намного важнее, чтобы нас на нашем канале пребывало с каждым днем все больше и больше. И тогда, как я уже говорил, о нашем городе, о нашей столице Алмазной узнают как можно больше людей на этом белом свете. Во всем мире нас становится все больше, и нас уже достигло 2200 человек, заметьте, а это уже немало. И я думаю, что мы будем только-только наращивать темпы, и видосы наши будут становиться все интереснее и интереснее. Будем снимать для вас не только пешеходные, автомобильные, но и аэрокосмическую съемку для вас производить. Вот такие вот дела, друзья мои. Не забываем подписаться и в конце поставить жирный лайк. До новых встреч, как говорится. Thank you.